В эфире новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте, смотрите в программе. Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется до Нового года. В Якутске продолжают устанавливать пожарные сигнализации в деревянном жилфонде. Как подать заявку на бесплатный прибор? Юный нерюнгринец получил стипендию первого президента Якутии «Знанием победишь». В свои юные годы он уже действительный член Малой академии наук Якутии и автор научных статей. Крупный пожар произошел в стояночном боксе на Чернышевской трассе города Мирный. По последней информации, огонь полностью ликвидирован на площади 800 квадратных метров. Было задействовано 24 человека личного состава и 6 единиц техники. Пострадало 15 транспортных средств. Это 9 грузовых и 6 легковых автомобилей. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Погибших и пострадавших не зарегистрировано. Массовая установка автоматических пожарных сигнализаций продолжается в деревянном жилфонде Якутска. На сегодня удалось поставить более 200 приборов. Для жильцов эта процедура абсолютно бесплатна. И о том, как работает пожарная сигнализация, а также что сделать, чтобы ее установили в вашем доме, узнал Александр Хавренко. Пожары в деревянном жилом фонде столицы, к сожалению, не редкость. А с наступлением холодов пожароопасная обстановка только обостряется. Поэтому с прошлого года администрация города приняла решение устанавливать в деревянных многоквартирных домах датчики пожарной сигнализации. В этом году наибольшее их количество будет установлено в жилом фонде Сайсарского округа. Если в прошлом году в Сайсарском округе было установлено 84 автоматических пожарных сигнализаций с прямым выходом на ЕДДС, то в этом году по плану должно быть установлено 117. На сегодняшний день у нас всего установлено 77 установок, 40 установок сделают до Нового года. Так, в следующем году у нас работы тоже будут продолжены, то есть мы будем постепенно закрывать весь деревянный фонд. Как отмечают сотрудники управляющих компаний, с появлением в домах автоматических пожарных сигнализаций стало легче отслеживать задымление и предотвращать пожары. Услуга бесплатна за счет субсидий города. При выделении бюджетных средств мы подаем заявку на возмещение затрат по субсидии, нам ее возмещают, мы перечисляем денежные средства подрядчику за установку. Установка совершенно все бесплатно, техническое обслуживание составляет 1 рубль с квадратного метра. Но данная пожарка нас спасает дома, очень много спасает. При любой там подгорела пища, еда, сразу срабатывают взводом на ЕДДС, и нам приходят даже диспетчерам моим приходят, ко мне смс, я вижу адрес и причину возгорания. Для того, чтобы в доме установили автоматическую пожарную сигнализацию, достаточно провести общее собрание жильцов, запротоколировать желание установить систему и подать заявку в управляющую компанию. И чем больше сознательных горожан это сделают, тем больше пожаров в столице удастся предотвратить. Так, за этот год, благодаря своевременному оповещению, удалось предотвратить 14 пожаров. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Теперь о текущей эпидобстановке. За минувшие сутки в Якутии выявили 215 новых случаев COVID-19, в том числе 49 носителей. Из них в Якутске 114, Оленёкский район 8, Горный 7, Алданский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Нерюнгринский, Сунтарский по 6 больных. Остальные районы от 1 до 5 заболевших. Летальных исходов от коронавируса за сутки 4. Лаборатории региона провели свыше 4400 исследований. Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется еще до Нового года. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Точная дата пока не установлена. Планируется, что вакцинация будет происходить поэтапно. За минимальный срок постараются обеспечить вакциной максимальное число человек. Также Песков напомнил, что процедура будет добровольной. Россия зарегистрировала 2 вакцины от коронавируса. Это «Спутник Ви», эффективность которой выше 95%, и «Эпик-Вак Корону». В настоящее время препараты проходят последнюю послерегистрационную фазу. Заразиться коронавирусом можно еще в течение месяца после вакцинации Эпивак короной. Даже вакцинированный человек с выработанным иммунитетом при контакте с больным коронавирусом может заболеть. Об этом сообщил заведующий отделом инфекции гриппа Центра «Вектор» Александр Рыжиков. По его словам, после вакцинации до формирования защитного иммунитета пройдет месяц. За это время можно заразиться и получить положительный ПЦР-результат. Но и также вакцина не формирует стерилизующий иммунитет, и даже человек с хорошим уровнем иммунной реакции имеет шанс получить этот вирус.
Свыше 330 литров антисептика, в результате употребления которого скончались 8 жителей Якутии, изъяли из обращения. В МВД сообщили, что предприниматели, реализующих несоответствующую требованиям продукцию, проверяли по всему региону. На сегодняшний день изъято 336 литров. Крупная партия обнаружена и изъята в 4 торговых центрах в Якутске, а также у индивидуальных предпринимателей в районах региона. В Якутске частично на дистанционное обучение перевели 13 школ. Это 25% от общего числа образовательных учреждений города. Полностью на дистанционном обучении находятся 34 класса, 28 из-за коронавируса, 6 из-за ОРВИ. По информации мэрии Якутска, сейчас дистанционно учатся более 1100 школьников. Полностью очно продолжают работать всего 9 школ. В остальных 43 учреждениях занятия проходят в смешанном формате. В детских садах есть закрытые группы, но полностью ни один детский сад работу не остановил. Из-за коронавируса закрыто 2 группы, еще 15 из-за ОРВИ. Учреждения Якутии возобновили плановый прием больных. Об этом сообщила замруководителя оперативного штаба Якутии Ольга Балабкина. По ее словам, прием возможен по предварительной записи. Принимать пациентов начали уже практически в каждом районе республики. Дорожники ведут работы по открытию автозимника Хатас-Павловск недалеко от Якутска. О подготовке ледовой дороги Анна Васильева. Работы на обоих подступах к автозимнику Хатас-Павловск идут полным ходом. Дорожники засыпают и намораживают лед мотопомпами, стараясь нарастить его толщину. С утра и до позднего вечера и так весь ноябрь. Даже техника порой не выдерживает такого темпа. Ну, трудности, конечно, бывают. Бывает, что замерзает помпа, бывает замерзают рукава, всасывающие шланги. Всему виной аномально теплая погода, которая радует якутян весь месяц. Сроки открытия переправы с 25 ноября уже перенесены на 7 декабря, но эти даты пока не точные. Сейчас вот люди работают под подрядчик Мехдурстрой. То есть напыление сделают. Конкретно не скажем, когда, какие сроки открытия. В первых числах постараемся открыть. А те, кому не втерпешь, нашли выход. Легковые автомобили ездят по несанкционированной переправе, которая проходит по Торосам и Песчаному острову, параллельно официально обустраиваемому автозимнику. Безответственных водителей останавливают, штрафуют, но, увы, даже это не пугает нарушителей. Люди реагируют агрессивно, тем самым они проезжают, рискуют своей жизнью пассажиров, проезжают по неокрепшему льду. Действительно, сейчас максимальная толщина льда по замерам специалистов всего 27 сантиметров. Этого недостаточно для безопасности даже легкового авто. И на переправе каждый день работают не только дорожники, но и дежурят участники рейдов в рамках ежегодной акции «Безопасный лед». Анна Васильева, Павел Пахомов, Якутск. Якутяне за 9 месяцев этого года получили почти 9,5 тысяч ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 30 миллиардов рублей. В целом, средний размер ипотечного кредита якутянина 3 миллиона рублей, средний срок 18 лет. Также сообщается, что за год средневзвешенная ставка ипотеки опустилась с 9,9 до 6,6%. Положительная динамика наблюдается и на рынке долевого строительства. Жители республики заключили соответствующие сделки на 12,5 миллиардов рублей. Это на 71% больше, чем за 9 месяцев прошлого года. А вот доля просроченной задолженности снизилась с 0,9 до 0,7%. Именную стипендию первого президента Якутии «Знанием победишь» получил нерюнгринец, ученик 11 класса Кирилл Куницын. Вручение премии в этом году впервые прошло в онлайн-формате. Стипендия – это дополнительная мера поддержки талантливых педагогов и школьников. Кирилл – неоднократный победитель международных, всероссийских и республиканских научно-практических конференций, фестивалей, обладатель звания «Действительный член Малой академии наук Якутии», автор научных статей и публикаций во всероссийских и международных печатных изданиях. После окончания лицея в 2021 году Кирилл Куницын планирует связать свою жизнь с программированием и продолжить свою научную деятельность в этой сфере. В 8 классе я начал заниматься робототехникой, сильно начал, и проектной деятельностью. Это интересно создать что-то свое, изобрести, чтобы оно работало. Сейчас я сайт делаю, программирую для стартапов.
В преддверии Всероссийского дня матери глава Мирнинского района вручил премию «Слава матери» 3 женщинам, воспитывающим 5 и более детей. Размер награды в районе 40 тысяч рублей вручается за заслуги в укреплении семейных ценностей и обеспечении достойного воспитания. Впервые «Слава матери» была учреждена в районе в 2018 году. За 2 года награды получили 18 многодетных матерей Алмазной провинции. Также глава поздравил победительницу конкурса «Портрет матери». На сегодняшний день мать-героиня продолжает служить медицине и удаленно работает на станции скорой помощи в городе Мирном. Конкурс рассказов о матерях, которые сыграли большую роль в развитии, социально-экономическом развитии Мирнинского района, да, стояли у истоков развития Алмазного края. Об этих мамах, матерях отправляли нам свои рассказы дети и внуки. Мы получили 11 прекрасных рассказов, но сегодня мы чествовали победителя конкурса «Портрет матери» Петрову Христину Петровну, которая родила, воспитала 10 детей. У нее теперь 22 внука и 7 правнуков. На днях свой профессиональный праздник отметили сапожники. Современное производство обуви ушло далеко вперед, все процессы автоматизированы, а дешевизна изделий позволяет менять их хоть каждый сезон. В Ленске тех, кто все же готов подарить вторую жизнь обуви, всего 4. Востребованы ли сапожники сегодня, выясняла Юлия Золотарева. Поменять замки на обуви, подклеить подошву или прибить набойки. Задача несложная, тем более для профессионала. В свой праздник Василий Рабданов трудится в мастерской. Это обычный день, и особых поздравлений мужчина не ждет. Лучший подарок – довольные клиенты. В профессии Василий уже 23 года. Ремонту обуви обучался у своего младшего брата. Брал заказы, когда нужно было на что-то жить. Свое дело любит и умирающим его не считает. В день к услугам сапожника обращаются по 10-15 человек, а в год около 4000. А вот сейчас это выпускает обувь со всякой этой эко-кожи, всякой это придумывают, эту кожу слоят на несколько слоев. Она вообще тонко и рвется вообще. Это современная обувь вообще рвется. Раньше делали качественную обувь. Поэтому сейчас больше спрос. Спроса больше, вот только направление обувное дело в техникумах крупных городов региона – Якутске, Мирном, Ленске, Алдане – нет. При этом, как говорит наш герой, школьники к нему заглядывают частенько, наблюдают за процессом. Пользуетесь ли вы ремонтом обуви или вы считаете, что профессия сапожника – это умирающая профессия? Нет, почему? Сейчас востребована. Ну, обувка-то какая пошла? Рвется, да рвется. Ну, надо ремонтировать. Да нет, не пользуюсь. Но профессия сапожника, да нет, наверное, не умирает. Все равно женщины в основном обувь ремонтируют. Она не вымирающая, но я не пользуюсь. Ленчане убеждены, что профессия сапожника до сих пор востребована, а это значит, что жизнь мастерских не заканчивается. Юлия Золотарева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.